Крымский полуостров — это регион не только с многовековой культурой, но и перепутье разных народов, разных групп, которые приходили в Крым на протяжении длительного периода времени. На Крым периодически нахлынывали миграционные волны то с запада, то с востока. Приходили разные народы, каждый из которых оставил свой след в истории полуострова. Киммерийцы, гунны, сарматы, скифы, греки, печенеги, половцы и другие народы. Каждый из них в какой-то отрезок времени был в Крыму и оставил после себя материальные либо духовные памятники. На территории Крымского полуострова не просто были народы, которые сформировались где-то за его пределами, но и получило развитие и формирование, собственно, коренных народов Крыма. Их три. Это крымские татары, это караимы, это крымчаки. Крымские татары — это самый многочисленный коренной народ Крыма. В мире насчитывается более полумиллиона крымских татар, большая часть из которых проживает сегодня на территории Крыма. Исторически до депортации в крымском татарском народе было три субэтноса, которые сформировались, исходя из такого географического ореола своего проживания. В северной части полуострова проживали так называемые степные крымские татары, которые себя называли нагаями. Они разговаривали на кыпчакском диалекте тюркского языка, и антропологически для них были характерны черты монголоидности. В южных регионах проживали южнобережные крымские татары, которые называли себя ялы-бойлю, которые говорили преимущественно на огузском диалекте тюркского языка, и для них были характерны южноевропейские антропологические черты. В центральных районах, горных и предгорных районах Крыма проживали горные крымские татары, называвшиеся татами, и они сочетали в себе и лингвистические, и антропологические черты первых двух групп. То есть они говорили на огузо-кыпчакском диалекте, и антропологически сочетали черты и степных, и южнобережных крымских татар, но больше тяготели, конечно, к южнобережным. Вот нужно сказать, что несмотря на наличие вот этих четких трех субэтносов, все они ощущали себя частью единого крымско-татарского народа. А вот такая структура крымско-татарского народа, она существовала в таком практически неизменном виде до депортации 1944 года, когда была нарушена. И сегодня крымские татары уже проживают не там, где они проживали до депортации в основном, и в брак вступают, исходя не из принадлежности к определенному субэтносу, а из принадлежности к крымско-татарскому народу в целом. Нужно сказать, что вот в таком виде крымско-татарский народ, он сформировался в результате длительного процесса этногенеза, который растянулся на столетия и который происходил с включением всех тех групп и народов, которые проживали в Крыму на протяжении длительного периода времени. Исследователи говорят о том, что крымско-татарский народ сформировался в результате вот этого слияния оседлых, горных и предгорных народов Крыма с кочевыми тюркскими народами, которые мигрировали в Крым на протяжении длительных временных отрезков. Нужно сказать, что долго процесс этногенеза крымских татар был предметом не очень добросовестных спекуляций со стороны ряда исследователей, которые пытались найти родину крымских татар за пределами Крыма. И современные генетические исследования, они подтверждают тезис об автохтонном происхождении крымско-татарского народа. В 2010-2013 годах в Крыму были проведены исследования генетического портрета крымских татар. Его проводила международная группа исследователей, которые через анализ ДНК как раз-таки показали, что в генетическом портрете присутствует два потока. Это южный поток с Восточного Средиземноморья и это восточный поток из Евразийской степи. И антропологически мы видим, что степной субэтнос крымских татар, он содержит в себе, он тяготеет к народам как раз-таки Евразийской степи и Приуралья, а южнобережные и горные крымские татары, они антропологически близки народам Восточного Средиземноморья, в первую очередь грекам и туркам. К слову сказать, что эти же самые исследования, они показали достаточно большую разность в генетическом портрете между тремя группами татар – крымскими, поволжскими и сибирскими татарами. Что, конечно, опровергает тезис о том, что все три народа они произошли от одного прародителя. А вот этот процесс формирования крымско-татарского народа, он действительно был очень длительным. И он был мягким, и он был последовательным. И это тот процесс, который имел место в рамках Крымского ханства. И когда мы говорим о факторах, которые способствовали этногенезу крымских татар,
то в числе этих факторов политический фактор он играет первостепенную роль. То есть сам факт существования Крымского ханства на протяжении 3,5 столетий явился вот той необходимой предпосылкой, тем каркасом, в рамках которых и происходил процесс этногенеза. Потому что жизнь в общем политическом образовании, она и способствовала тому, что разные группы, разные народы, они консолидировались в некую единую общность. А среди других факторов, которые необходимо выделить, это, конечно, влияние языковой фактор. Это наличие единого языка крымско-татарского как языка общения и как языка делопроизводства на территории Крымского ханства. То есть когда разные группы, независимо от того, откуда они пришли, откуда их корни, стали разговаривать на едином языке. И это был важнейший фактор, такой консолидирующий вот эти разности в нечто единое. А в числе других факторов нужно обязательно упомянуть и общность неких морально-этических традиций, которые существовали в рамках Крымского ханства. То есть когда эти некие традиции, которые вырабатывались на основе шариата и в том числе на основе норм обычного права адата. Это то, что сближало разные группы в том числе. А в числе важнейших факторов нужно отметить и вот эту трансформацию до исламских верований населения Крыма в тот комплекс религиозных знаний, который произошел в рамках Крымского ханства. Имеется в виду выработка того, что мы называем в кавычках крымского ислама. То есть некая форма бытования или практикования ислама, которая была присуща исключительно крымским татарам. И это происходило тоже через постоянный процесс трансформации неких верований в некий коллективный такой комплекс знаний. Фактором, который способствовал этногенезу крымских татар, выступает и общинный характер жизни мусульманской общины. Ведь давайте будем говорить о том, что жизнь каждодневного обычного человека в Крымского ханства она происходила в общине, где происходили все эти процессы, связанные с рождением, свадьбой, смертью. То есть вот этот вот небольшой узкий круг людей, в рамках которых и происходила коммуникация людей на протяжении всего их жизненного цикла. И именно наличие вот этих общинных отношений, где происходила выработка таких общих правил, да, общежития, которые принимали всеми членами общины, это был тоже важнейший фактор, который способствовал консолидации людей и вот формированию вот этого процесса этногенеза. Нужно сказать, что в крымско-татарском обществе идут дискуссии о том, какой из факторов перечисленных был наиболее важным в процессе этногенеза крымских татар. Есть стойкие сторонники языкового фактора, которые утверждают, что именно язык сделал крымских татар крымскими татарами. Есть группа крымских татар, которые полагают, что это религия, что это ислам. Вот нужно сказать, что здесь очень трудно отдавать предпочтение какому-либо из этих факторов, но, безусловно, то есть каждый из них сыграл свою важнейшую роль, но сбрасывать со счетов ислам, конечно, мы не имеем возможности. И здесь очень хорошо, показательно в этой ситуации история с крымскими греками, особенно с таким субэтносом, как урумы. То есть это субэтнос, который говорит на крымско-татарском языке, культура которого очень близка крымским татарам, если мы посмотрим на жилище, на одежды, на кухню. Это субэтнос, который антропологически очень близок к южнобережным и горным крымским татарам, но это субэтнос, который не перешел в ислам и поэтому не стал частью крымско-татарского народа. Даже сохранились интересные воспоминания русских офицеров и солдат, которые были в Крыму в конце XVIII века, накануне насильственного переселения христиан из Крыма. Их воспоминания о том, как они различали, кто есть кто в Крыму, учитывая эту антропологическую схожесть. И вот если человек шел в церковь, то это грек, если он шел в мечеть, то это татарин. То есть это говорит об этой схожести вот этих разных групп, которые, в принципе, были частью единого такого вот сплава населения, который сформировался к тому времени на территории Крыма. Важнейшим маркером, который различал людей, это был фактор религии. И можно сказать, что на протяжении столетий в Крыму выработался такой своеобразный свой код крымского татарина. То есть быть крымским татарином означает признавать своей родиной Крым, своим родным языком крымско-татарский язык и быть мусульманином. И можно сказать, что вплоть до настоящего времени вот эта триада важнейших принципов крымско-татарскости, она сохраняет свою актуальность.